В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. В 2026 году с повышением базовой ставки НДС вырастет плата за коммунальные услуги. Повышение затронет все регионы, но в каждом по-разному. Поговорим о государственном регулировании цен тарифов республики. Гость студии Николай Бачков, председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия. Николай Владимирович, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Ну, давайте начнем. Разъясните порядок регулирования тарифов вообще в коммунальном комплексе, так скажем. Ну, регулирование тарифов у нас осуществляется в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами. Это и федеральные законы, это постановления правительства, это отдельные акты ведомственных учреждений, таких как там ФАС России, Минэнерго России. Тарифы регулируются на основании заявок организаций, которые подпадают под государственное регулирование. Они все их направляют до 1 мая каждого года на следующий период. То есть до 1 мая 2025 мы получили заявки на 2026 год. Состав заявки очень большой и обширный. Организация предоставляет, по сути, все свои сведения. То есть это и статистическую отчетность, бухгалтерскую отчетность, все договора, процедуры конкурсные, то есть итоги конкурсных торгов, счета фактуры, оборотно-сальдовые ведомости и так далее. То есть полный спектр документов, которые изучаются полностью нами. Также изучаются отдельно документы, такие как, например, схема теплоснабжения, которая утверждается муниципальными образованиями, инвестиционные программы, ремонтные программы и так далее, и так далее. Процесс регулирования с 1 мая до 20 декабря. До 20 декабря, по сути, все тарифные решения на следующий год должны быть приняты органом регулирования. Ну вот, вытекает вопрос, какие тогда изменения в тарифах на коммунальные услуги произойдут? Да, вот как я сказал, то, что у нас регулирование происходит с федеральными нормами, и так в соответствии с утвержденным прогнозом Министерства социально-экономического развития Российской Федерации, у нас два основных изменения на 2026 год. Первое – это повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22% с 1 января. Соответственно, с 1 января 2026 года у нас тарифы вырастут примерно на 1,7%. Но так как тарифы у нас утверждаются без НДС, НДС зависит от системы налогообложения каждого из ресурсоснабжающей организации, поэтому там роста могут быть разные. Да? Ну и второе изменение – это перенос срока повышения тарифов. Все, думаю, помнят, что обычно тарифы у нас росли с 1 июля каждого года, то есть со второго полугодия, то следующий год несет свою особенность, потому что рост тарифов перенесен на 1 октября. То есть 9 месяцев 2026 года тарифы будут сохраняться и не будут изменяться. Это два основных изменения. Николай Владимирович, вы сказали, растет, цен. Какие факторы влияют на это? Да, к сожалению, за последние годы, так скажем, основными факторами роста, и они сохраняют свою тенденцию к повышению, является это рост затрат на топливно-энергетические ресурсы. Это основная доля расходов в тарифах Якутии, вообще это 50% примерно, с учетом их доставки, это рост затрат на топливо. То есть это уголь, нефть, газоконденсат, дизельное топливо – это те виды ресурсов, которые на сегодняшний день, к сожалению, не регулируются государством, являются биржевыми, так сказать. Цена на них формируется, исходя из спроса и предложения на биржах. На них наблюдается тенденция роста цены. Связано это в том числе и с мировыми тенденциями. Также вторым фактором в последние годы является рост фонда оплаты труда. Я думаю, многие тоже знают, что минимальный размер оплаты труда за последние годы тоже значительно подрос. Так, с 1 января 2026 года указом президента, уже подписанным, рост минимального размера оплаты труда составит 20,7%. В коммунальном комплексе, безусловно, это тоже сказывается, потому что кочегары, электромонтеры, рабочие с 1 по 6 разряды, они тоже подпадают, безусловно, под этот рост, и зарплата должна расти. Говоря о тарифах, что изменится в тарифах конкретно для населения? Если говорить про население, население у нас регулируется так называемым индексом платы граждан, который ежегодно устанавливается на основании распоряжения правительства Российской Федерации. Так на следующий год
уже установлен, ну, вышло это распоряжение. По Якутии средний индекс платы граждан составит 15%. Хочется отметить, что мы далеко не первые в стране, да. Например, там есть ряд субъектов, по которым роста достаточно высокие. Так, например, в Ставрополе, в Дагестане, Тамбовской, Тюменской области, Северной Осетии, в Алании роста составят от 16 до 22%. При этом 15% также установлен такой индекс помимо Якутии, в Удмуртской области, Удмуртской республике, Красноярском, Пермском крае, Орловской, Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в городе Москва. То есть, по сути, мы как бы в срединке, 15% это полный совокупный набор всех коммунальных услуг. То есть совокупный платеж гражданина не должен превысить 15% рост. Это средний республиканский. Но есть также допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям. Так, например, там, по городу Якутску холодная вода у нас, тариф холодной воды достаточно отстает. Мы его планируем немножко опережающими темпами поднять, чтобы окупаемость тарифа была выше. И, соответственно, могут быть отклонения, но эти отклонения не должны превышать 8%. То есть вот такие ограничения есть. В этих параметрах льготные тарифы для населения будут установлены. Ну, пока это касается только холодной воды, да? Ну, по разным муниципальным образованиям, в зависимости от особенностей схем предоставления коммунального ресурса, могут быть разные как бы решения вот, в росте. Если где-то больше, то где-то может быть и меньше. Меньше 15% такое тоже будет. Николай Владимирович, да, расскажите вот о мерах поддержки граждан по оплате за коммунальные вот услуги. Да, ну я думаю, многие не раз слышали и в курсе, что в Якутии, наверное, самая большая межтарифная разница — это так называемые субсидии организациям коммунального комплекса в связи с установлением льготных тарифов. То есть в среднем в республике население оплачивает только четверть от экономически обоснованного тарифа, потому что себестоимость у нас выработки ресурсов очень дорогая, как я и сказал, там топливо, его доставка. Якутия большая, логистика сложная, климатические условия везде разные. Так, например, плотность населения тоже разная. В городе Якутске, например, мы оплачиваем где-то 70% от себестоимости. А в том же Верхоянском районе это всего лишь 8%. Но по республике мы все население оплачивает примерно одинаково, в зависимости от совокупных доходов. Вот 25% мы платим. Это основная мера поддержки государства. Есть также отдельные адресные меры поддержки, то есть если совокупный доход, совокупные расходы семьи на коммунальные ресурсы, на жилищно-коммунальные ресурсы, да, составляют 15% от совокупного дохода, то можно рассчитывать на меры адресной поддержки через агентство субсидий. То есть пишите обращение, и на ваше заявление вам выплачивается адресная субсидия по компенсации этих расходов. Также нужно сказать, что в республике это, вот, например, 15%, хотя среднероссийский стандарт по всем другим субъектам составляет где-то 22% от доходов. То есть у нас да, как бы он ниже. Вот. Есть меры поддержки для многодетных семей, 30% от уплаченных коммунальных ресурсов, они также компенсируются. Вот. Ну и отдельные категории граждан — это участники специальной военной операции, ветераны труда, тыла, инвалиды и так далее. А как оформить эту поддержку? Куда обратиться, как заявление можно написать? Есть портал госуслуг, можно обратиться через него, Е-госуслуги, то есть Е-Якутия, который, да, электронный. Ну и представительство агентства субсидий, по сути, в каждом районе можно забить в 2 ГИС, там, в поисковик, узнать контакты и обратиться. Также на сайте агентства субсидий это есть. На нашем сайте, по-моему, тоже ссылка на переход к их сайту есть. А всем одобряют или могут отказать? Ну, есть порядок и необходимый набор документов, которые подготавливаются, то есть это там последние оплаты за 6 месяцев квитанции нужно приложить, доходы свои показать и, соответственно, доказать то, что у вас эта планка ниже, и компенсация одабривается. И ежемесячно там на карточку деньги приходят. Что насчет вот тарифной политики, да, вот какие планы на будущий
Год, годы? Ну, по тарифной политике мы прогнозируем, что в будущие периоды социальная направленность тарифной политики будет сохраняться, безусловно, да, но как бы шаги к адресности, они начинают уже, то есть мы их начинаем делать, и, безусловно, мы думаем, что адресная мера поддержки — это более правильная и более справедливая мера. Это вот как раз переход от общих субсидий всем подряд именно к адресным субсидиям тем гражданам, которые действительно нуждаются в этой поддержке. Но это будет постепенно, поэтапно, безболезненно, чтобы это не было таким как бы резким скачком. Ну и что насчет потребителей? Какие-нибудь советы, может быть? Ну, советы потребителям, безусловно, сейчас такое время, когда ресурсы, все-таки мы больше начинаем понимать, что они не бесплатные, они дорогие. И вот мировая тенденция показывает, что энергосбережение становится трендом, да? То есть правильное и рациональное использование ресурса, то, сколько тебе нужно, без избытка, должно потребляться. Это, конечно, составит существенную экономию. Это и установка приборов учета, энергосберегающих ламп, датчиков движения и так далее. Вот. Ну, следить за мерами поддержки, опять же, быть информированным в поле. Сегодня век информационных технологий, это сделать не так сложно. Вот, подписываться на каналы Министерства ЖКХ и энергетики, нашим каналам, там, агентства субсидий каналов, да, правительства в целом республики. Вот, ну и что, хочется пожелать вообще просто всем в преддверии Нового года предстоящего, поздравить всех с наступающим Новым годом, да, пожелать крепкого здоровья, успехов, любви, благосостояния и достатка. Спасибо, Николай Владимирович, что сегодня пришли. Действительно интересно. Ждем вас в следующий раз с новыми новостями. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.